Наверное, как-то так мы начнем серию. Это серия продолжения поездки на озеро Чабода, где у нас полетел коленвал. То есть у машины застучал коленвал, попытка повернуть вкладыш. Сейчас мы пытаемся очень медленно, без оборотов, поехать до гаража, чтобы там уже поставить машину и делать дефектовку, смотреть, что же у нас сломалось. Предварительно мы грешим на неоригинальное масло, так как оно потемнело моментально. Масло было свежее, залито, прям свежее, и оно буквально секунд за 30 почернело и загорелось давление масла. То есть либо маслонасос, либо же слишком плохое масло, за счет чего что-то сломалось. То есть будем смотреть, вскрывать, посмотрим, что из этого получится. Вот мы загнали СФА в гараж. Будем вынимать двигатель, смотреть, что же у нас там все-таки застучало. Скорее всего, коленвал под замену, шатуны под вопросом, живые либо не живые. Посмотрим, что у нас там все-таки застучало и почему это все у нас так произошло. Вот такое вот масло у нас стало спустя 30 секунд нагрузки на двигатель. Да, интересно получается. Вася, тебе нормально? Вася, тебе нормально? Деловая колбаса. Я тебе вообще не мешаю, да? Чего ты на меня так смотришь? Так, ну, собственно, вытащили мы 5ВЗ наш. Вот такая вот у нас картина. И вот он наш двигатель. Собственно, вот он наш коленвал. И если посмотреть на вкладыши, их как будто прям сплющило. То есть пошли зазубрины, вкладыши разбило. Разбило вкладыш на 5-м цилиндре. Так, состояние коленвала у нас вот такое. Шатуны. Коленвал. Давай. Стой, стой, стой! Ну вот, как-то так. Ночное рандеву. Установка двигателя уже 2-й раз на машине. Полет нормальный пока что. Позвали подмогу. О, едет. Красавец. Сейчас, надеюсь, вытащит нас из болота. О, мощь. О, выехал. Подлога, калля, переджан. Ну, для сурфа это легкая зона, наверное.
Всем привет, с вами странники из Якутии. Ехали мы в Амгу и не доехали. Короче, приключилась вот такая беда. Но это уже были жалкие попытки починить. Оторвало рулевую ступицу. Прямо металл порвало. Причем самое что удивительное, просто на ровной дороге. Даже не на яме. В моменте оторвало металл, ухо и куда-то улетело. Стоим, ждем эвакуатор с села Майя. Эвакуатор будет стоить 25 тысяч. Только чтобы доехать до Майя. Еще надо найти бы там сервис, чтобы как-то починиться. Вот такие вот пироги. Я вам сейчас расскажу, как я нашла эвакуатор. Сеть здесь не ловит. Мы находимся на 47-м километре. На 47-м километре. Была гениальная идея дойти до горы, до высоты, чтобы поймать сеть. Поймала ешку, буквально 2-3 палки. Смотрю, работает 2GIS. Пытаюсь дозвониться до автосервисов. Никто не берет. Я такая, ну окей, раннее утро. Подумала, может позвонить в магазин? Все-таки местные, деревенские, знают что да как. Позвонила в один продуктовый магазин, и там был очень хороший мужчина. Дал мне номер эвакуатора местного села Майя. Вот. И теперь мы ждем его. А пока будем ждать манипулятор. Будем чилить на нашей кроватке. Кайф. Отдых. Скользнут, наверное. Нет, не видишь. Там что-то сомнительно, посмотрите лучше. Не соскочит. Как-то сомнительно. Выдержит-то выдержит, просто не соскочит. Я поднимаюсь над землей. Короче, поднял сурфа, парни. Высоко, как в КамАЗе. Клиренс. Чё по клиренсу, пацаны? Клиренс, ё-моё, вижу выше деревьев. Зато не надо за бензин платить. Едешь себе с кайфом и все. Я вот уже думал, может его до Амги сразу нанять.
Сидит. Ты внедорожник, да? Ой, сидит. Ну там ладно, там хайс нормальные пацаны. А этот, да, сидит. Да, мастер-класс Кирилджан. Все, погнали. Он готов? Почти. Нет, водила. Готов, да? Да, готов. Все, давай, Кирилл. Ой, блядь. Да, подожди, подожди. Подожди. Что там? О. Все, мастер-класс. Во-во-во-во-во-во. Ага. Сейчас вытащит. Подожди, Кирилл. Еще надо. Подожди. Все. Подожди. Давай. Газуй. Ага. Сейчас. Так. А здесь колея. Вот лежит, походу. Сюда надо перестать. Правее. Да, вот это стоит. Всем привет, друзья! С вами странники из Якутии. Давненько ничего не снимали. Сегодня решили, вот погодка такая хорошая на улице. В январе у нас началась весна. И решили, может, немножечко выкатить все-таки слэпа, прокатиться. Последний раз на нем катался где-то, наверное, в ноябре месяце, когда оформлял его. Кстати, да, одна из новостей: СУФ полностью оформлен, узаконен, то есть все изменения, которые мы с ним проводили, полностью внесены у нас в ПТС, так что мы теперь можем смело кататься где угодно и когда угодно. Пока что вот двигаемся на Лексусе, как городскую машинку взяли до поднятия цен. А так, сейчас поедем. Сегодня поедем, как обычно, с Женей, наш неизменный штурман. Поеду за СФом, он у меня в теплом гараже стоит. Надо ему чуть-чуть подсобрать, там стабилизатор вернуть на место, линки подтянуть, патрубочки подкрутить. Ну, он так немножечко разобрался на чистку, на дефектовку. Да, и поедем, наверное, в сторону Усть-Хатына, куда-нибудь немножко сугробы померим, раз такая погодка, почему бы и нет. Сейчас вот на таком красавце по городу катаюсь. Ну, он тоже, скорее всего, пойдет у нас под небольшую переделку. 2 дюйма и 33, скорее всего, такой пляжный вариант. Барбос одобряет. Ты одобряешь? Конечно, одобряешь, да? Пойдемте посмотрим на нашего СУФа красавца. Вот, собственно, и наш красавец стоит при полном параде. Немножечко его сейчас подсоберем, стабилизатор вернем и в путь. Колеса, наверное, чутка подстраиваем, чтобы не так скользко было по асфальту, и можно будет спокойно потихонечку ехать. Так, что нам надо прикрутить? Стап. Стап у нас, по-моему, на 14 болтах прикрученный. Явно нужна головка.
ключ, головка и, наверное, торцевой ключ на 14 с трещоточкой, наверное, вот такой подойдет. Посмотрим, как пойдет. Что там у нас? Вот он, наш стабилизатор, расставки, болты. Сейчас посмотрим, что у нас там получится. Ляжем под машину. Да, давненько я здесь не лежал. Всем привет. Плюсы высокой машины. Можно лежать, не домкратив ее спокойно. Блогер, ох уж эти блогеры. Везде какие-то съемки что-то делают. Зверь идет на прогулку. Ну все, выгнали с ФК. Поехали потихоньку, немножечко прокатимся. Вообще пофиг, ага. Все, стой.
Вы мне дорогу не портят. Это чуть назад еще дай и попробуй. Давай! Вот на какие жертвы приходится идти, чтобы муж испытал свои новые колеса. Ой, Оля.